Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 725.740 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.690 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 49 sistem artileri, 91 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.390 tank, 19.119 kendaraan tempur lapis baja, 29.648 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.681 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 1.001 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.202 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, dan pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang 146 posisi angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik. Rusia melancarkan serangan terhadap infrastruktur lapangan udara militer, objek-objek penting yang menjamin operasi industri pertahanan Ukraina dan pendukungnya. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh 5 rudal balistik, 4 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, proyektil peluncur roket ganda HIMARS Amerika Serikat, dan 85 kendaraan udara nir awak sayap tetap. Kementerian Pertahanan Rusia melansir, secara total sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 648 pesawat, 283 helikopter, 36.259 kendaraan udara nir awak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.386 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.490 kendaraan tempur MLRS, 18.181 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 28.525 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir Rusia. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 13-й бригады Нацгвардии и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Избицкое Харьковской области. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 135 военнослужащих. Танк, 2 боевые машины пехоты, 4 боевые бронированные машины, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Кругляковка Харьковской области. Отражены 3 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу М101, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад в районах Янтарного, Антоновки, Дачного, Успеновки и Курахова. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, танк, 3 бронетранспортера М113, боевая бронированная машина, 8 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122-мм гаубицы Д-30 и 4 105-мм орудия М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидов. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад Национальной гвардии в районах Леонидовки, Белинского, Дзержинска, Миролюбовки, Гродовки и Новоэкономического. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм
противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 58-й мотопехотной бригады, 101-й, 110-й, 120-й, 123-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Разлив, Тимировка, Новоселка, Макаровка, Улаклы и Великая Новоселка. Отражена контратака подразделения ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк «Леопард», 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 2 гаубицы М198, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных бригад и 3-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Новоандреевки. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 11 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожен полевой склад боеприпасов. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.